Есть растения, цветущие один раз, отцветая не умирают. Такая судьба и у колокольчика удивительного. Это эндемическое растение, которое произрастает только в Западной Абхазии, нигде больше в мире. Об этом растении сегодня известно благодаря ученому ботанику Николаю Альбову, исследователю и во многом первооткрывателю богатой флоры Абхазии. По сравнению с другими учеными, натуралистами того времени, путешествовавшими по Абхазии, Николай Альбов, затрачивая на экспедиции минимум средств, получал максимум научных фактов, и все это благодаря его широким знаниям и трудолюбию. Его многочисленные сборы растений впоследствии легли в основу созданных гербарных хранилищ многих институтов и музеев мира. В монографиях ученого представлены тысячи растений, среди которых сотни открытых им видов. Все его работы и сегодня актуальны для ученых-натуралистов. Этот человек особенный для нашей страны. Особая любовь ученого, беззаветно преданного своей науке, для нас является примером и предметом особого почитания. Идея создания книги принадлежала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзенбо. Работа над ней велась несколько лет. И вот спустя некоторое время проект был реализован на средства благотворительного фонда первого президента Абхазии. В книгу включены уникальные материалы не только из архива семьи, но и статьи географов и ботаников, изучавших природу Кавказа. С наследницей семейного архива Линеей Львовной Молчановой собрали весь материал для этой книги, включая его научные публикации, письма к родным, семейные фотографии, многочисленные рисунки. В сборник также включены статьи видных ученых, посвященных его юбилеям, к сожалению, и некрологи. Мною были сделаны фотографии многих открытых им растений, которые он описал. Ученые и ботаники, выступавшие на сегодняшнем мероприятии, говорили о важности изданной книги и о свойствах растений, которые были изучены благодаря выдающемуся ученому. Николай Альбов ушел из жизни на чужбине в далекой Аргентине, не дожив и до 32 лет, но за это время он сумел многое сделать, оставив после себя научное наследие. Ученые отмечали, что память о нем будет жить, пока не исчезнут открытые им уникальные растения. Сария Смыр, Давид Хашик, Абхазское телевидение.